убрать половину их нападения, сбить им ритм и заставить играть в баскетбол на половине. Это была одна из основных задач не только сегодня, но и в принципе в каждом матче, в каждой серии с Локомотивом Кубани. Единственная четвертьфинальная серия, которая затянулась. Краснодар, 4-й матч. ЦСКА сумел продлить серию, но не решить ее исход. А разочарованный Локомотив через морально-волевые надеялся воспользоваться еще одной домашней возможностью. Только вот в зале уже не аншлаг, да и настрой, кажется, совсем не тот. Два матча за 2 дня для Краснодара оказались непосильной ношей. Тем не менее, первая половина встречи пошла под диктовку Лока. Агрессивная игра, быстрые отрывы, и удивительно, что разница в счете при этом была не слишком большой. На перерыв команды ушли под мелодию Пашутина. 8 очков лидерства не так красноречиво отражали доминирование хозяев, но в перерыве пластинку сменили. Парадокс, но оказавшись на краю пропасти, армейцы раскрепостились в атаке и сцепили зубы в защите. Выдав свой максимум, -8 превратились в +8 за каких-то 10 минут. Рывок 28-12 за четверть, словно стоп-кран. Локомотив растерял преимущество и растерялся сам. Заключительный отрезок заставил собраться, и Лока вновь отправился в погоню. И опять все решилось в концовке. И уже который раз армейцы были на шаг впереди. Обмен штрафными не изменил ситуацию. Суперсерия возвращается в Москву. Игра была очень непростая для нас. Несколько попыток убежать от нас в счете в Кубани в первой половине. В итоге под конец второй четверти увенчались небольшим успехом, и было преимущество +8. Но самое главное было в этот момент не стать спасать положение в одиночку, продолжать играть в хороший баскетбол, потому что, на мой взгляд, в первой половине Кубань показывала практически идеальный баскетбол. Они забивали из-под кольца, подбирали трехочковые, все было хорошо. Тяжело было добавить что-то в эту игру. К нам вернулась уверенность в себе. За одну игру ее можно потерять, а можно и приобрести. Сейчас мы можем быть довольны собой, но ничего еще не кончено. Когда мы проиграли 2 игры в Москве, мы действовали расслабленно. Возможно, были слишком самоуверенны. В общем, своей игры не показали. Но если в 5-м матче мы сможем продемонстрировать наш баскетбол, как это было сегодня и вчера, несомненно победим. Надо было завершить серию сегодня, дожав ЦСКА в концовке. Не получилось, и я признаю свою вину за это. Я промазал несколько своих бросков, не смог донести мяч до кольца после фола в тех случаях, когда обычно мне это удается. Потом не забил пару штрафных.
Думаю, если бы я столько не ошибался, мы бы, несомненно, взяли победу. Так что вина сегодня на мне.